В Российской империи в число священников, как правило, входили наиболее образованные люди, имеющие призвание к просветительству, общению с людьми. Одной из таких незаурядных личностей конца XIX – начала XX веков и был священник, просветитель, рецензент, общественный деятель, патриот Христофор Зурабович Пора-Джиоев. Пора-Джиоев был одним из ярких представителей интеллигенции конца XIX – начала XX века. Я имею в виду, конечно, прежде всего астинской интеллигенции. Человек был высокообразованный и внесший большой вклад в развитие астинской культуры. Любая фамилия может гордиться таким представителем, и не только фамилия, а и весь народ, таким представителем, как Пора Христофор Зурабович Джиоев. Помню, что моя бабушка о нем говорила, что других таких высокообразованных священников у осетин не было. Это был высокообразованный и интеллигентный человек, а чисто внешне стройный и красивый. Память Пора для нас, она особо ценна. Саур Фашлагуди, вот. В 1873 году в селении Моргот Заузского района Южной Осетии в семье протоиерея Зураба Джиоева родился первенец – Христофор. Правда, все с самого рождения называли мальчика Пора. Южане, они феназуранс. Они его должны были назвать Фора, Христофорума. И они его назвали Пора, у них Ф в П переходит. И они говорили Пора его, они его Фора должны быть. Вот как Аксел Колиева, Алексей же был, но народ его назвал Аксол. Фамилия Джиоевых большая фамилия, и ее можно соотнести с большой фамилией Ивановых у русских. Но в каждой фамилии есть бриллианты, которые должны оставаться в века тем, что они создавали, тем, что они являлись во время своей жизни. И вот я считаю, что одной из таких ветвей Джиоевых была ветвь, которая была заложена священником Зурабом Джиоевым. Закончив Тбилисскую семинарию с отличием, он попытался продолжить образование духовное в Московской академии. Но по просьбе матери своей, в связи с достаточно сложными обстоятельствами жизни, он вынужден был вернуться в Джавский район, в селении Морго. Я из деревни, которая тоже рядом, поэтому с детства я про эту семью слышал. Больше я обычно слышал, и у нас в деревне говорили об отце Зурабе, который в народе называли Благочи. И долгое время я был уверен, что Благочи – это его осетинское деревенское имя, а Зураб – это его уже христианское имя, поскольку он был священником. И только уже потом я понял, что Благочи – это всего-навсего благочинный. То есть он был святым отцом, благочинным, и вот оттуда в Осетин получилось Благочи. Отец Пора, протоиерей Зураб Джиоев, пользовался большим уважением у местных прихожан. «Благочинный наш, батюшка, отец Зураб», так они, любя, обращались к нему. Зураб Джиоев открыл школу в Дзаве.
Его здесь очень уважали, ведь благодаря ему сельские дети получили возможность учиться. В школу дети с удовольствием ходили, учителя были очень хорошие, давали детям знания. Многодетной была семья Зураба Мирмановича. Вместе с супругой Кетыван Бегларовной они воспитали 3 сыновей и 7 дочерей. Около 1870 года он женился на дочери офицера из фамилии Кокой-Кокоевых, Бега Кокоев. Это герой русско-турецкой войны 1853-56 годов. То есть то, что мы обычно называем Крымской войной. Но это на Кавказском, то есть на турецком фронте он воевал. И вообще у нас эта семья, этот род считался очень таким уважаемым. На моей памяти там жили еще 2 брата, Бешер и Володя. И это вот единственный случай, который я еще помню, когда 2 брата жили неразделенной семьей. И сегодня вот хранителем Джерите Колдем, то есть вот их очага является Света, которая живет там в Моргу. Раньше этот двор бывал полон людей. Сестры Пора и их дети очень любили здесь отдыхать. Всегда уезжали обратно в город с большим сожалением. Моя бабушка, она мне каждый раз, когда я был маленький, готовила специально для меня 3-литровый баллон вишни, варенья вишневого, без косточек. Причем, значит, и вишни, и черешни, белые черешни. Вот это я хорошо запомнил, ну, когда маленький был. Все, что я могу рассказать, это с воспоминаний моей мамы, которая внучка Милании Зурабовны, сестры Пора. Они проживали компактно, несколько сестер и брат. Там Софья Зурабовна, Ольга Зурабовна, моя бабушка Милания Зурабовна и брат их Василий. Буквально на пятачке в Цхинвале жили, ну, там, в 50 метрах друг от друга. То есть они довольно часто пересекались и проводили время. Они, по рассказам, естественно, были очень веселые, обладающие хорошим чувством юмора, самоиронией. Я застал только Ольгу Зурабовну, которая прожила около 102 лет. Она была зубным врачом, стоматологом. Софья Зурабовна была за Арсоевыми замужем. Жила на соседней улице, но тоже очень близко. В общем, что я могу сказать? Это были рафинированные интеллигенты, можно сказать, но они были очень простые в общении. Мой отец сам родился в селении Моргу. Он работал учителем истории. С большой теплотой всегда вспоминал свою жизнь, естественно, свою родину, селение Моргу. И рассказывал про семью Пора Джоева. Он всегда говорил, что несмотря на то, что семья была большой, они все получили высшее образование. Были женаты тоже на женщинах, которые из интеллигентной, образованных семей. И дочери тоже оказалось так, что вышли замуж за очень именитых, известных в Осетии людей. Самой старшей из дочерей была Мария Зурабовна, Машо, жена известного осетинского просветителя, педагога и священника Георгия Чочишвили. Другая дочь, Пелагея Зурабовна, Пело, была супругой священника Александра Цаголова. Училась здесь, в университете, во Владикавказе. И меня спрашивает преподаватель Цаголов из Дигары, революционер. Никак не приходится тебе родственникам? У Цаголова, говорит, мать была
Джоева. Она была необыкновенной женщиной. То есть он помнил, когда еще был маленьким, эту женщину. Я, естественно, загордилась. Дигалия, вы знаете, музей, это дом 1902 года постройки. Семья интеллигентностью отличалась. Там и генетика не только цаголовская, но и со стороны Джиоевых. Вот Георгий Цаголов, он как бы мог стать, скажем, ученым и так далее, но видя, насколько как люди бедно живут, он примкнул к революционной молодежи и стал одним, ну не первым, но одним из председателей партии Кельмен. К сожалению, в 1919 году, в конце апреля, он трагически погиб. Николай Александрович Цаголов, младший брат Георгия Цаголова, он был одним из величайших советских экономистов. Дочь Мелания Зурабовна вышла замуж за известного ученого-литературоведа, публициста и просветителя Александра Тибилова. Яркой личностью своего времени был и Николай Зурабович Джоев. Джоев Николай Зурабович, родной брат Пора Джоева, педагог по образованию, был женат на Вере Сергеевне Газдановой, родной тете Гайто Газданова, выпускница бестужевских курсов в Петербурге. По воспоминаниям тифлисских осетин, он также был организатором осетинских вечерних школ и курсов в Тифлисском народном университете. Кроме того, Николай Зурабович занимался политикой. Его волновали вопросы, которые и сейчас не теряют своей актуальности. Например, он всемирно способствовал пропаганде и утверждению идеи объединения Северной и Южной Осетии. При его непосредственном участии южные осетины в 20-х годах переселялись в селение Нагир и Сунжу. Все очень видные представители осетинской культуры оставили в разных сферах осетинской культуры довольно значительный след. В частности, его брат Уаса, Василий Зурабович Уаса, был известным даже в советское время адвокатом, один из первых заслуженных адвокатов в республике тогдашней. И о нем вот даже я в детстве чаще слышал, допустим, чем о Пора. Да, их в семье было 10 детей. 2 младшие дочери были близнецы. Одна из них, Софья Зурабовна, была моей учительницей. Я часто вспоминаю ее. Она была очень грамотным педагогом, а ее дочь Фатима преподавала у нас историю. В 1884 году Пора успешно окончил Дзаускую начальную школу и поступил в Тбилисскую духовную семинарию. Изучение богословских дисциплин и духовная жизнь под руководством опытных наставников привели к тому, что Пора решил учиться дальше. И в 1894 году, после окончания духовной семинарии, стал студентом Киевской духовной академии. Учеба в академии была сложной. Пора много и старательно учился, свободного времени было мало. Молодой человек много читал, вместе с другими студентами участвовал в богослужениях, послушаниях, паломничествах. Здесь тоже, наверное, стремление Пора идти выше, и причем он заканчивает академию, еще не будучи священником. То есть он берет высшую планку духовного образования, но при этом он еще не принял священный сан. Священный сан он, получается, хронологически позже принимает. Он обладал этим сокровищем, он его приобрел, он учился долгое время, он много времени потратил на том, чтобы созидаться как интеллектуал, человек, обладающий знаниями, дипломатией, знающий языки, знающий литературу, знающий процесс делопроизводства. То есть такие осетины, они всегда были в ценности. Как когда-то был Ахжат Ивани. И вот тоже, точно так же его
единокровный народ выбирал для того, чтобы делегировать, разрешать какие-то вопросы перед властью. В 1897 году, получив диплом с отличием, Пора Джиоев был направлен в Ереванскую мужскую гимназию. Позже, в 1899 году, переехал в Тифлис и стал работать в первой мужской гимназии. Одновременно служил в Сионском соборе, где вел службу на русском языке. Пора очень интересный был внешне. Очевидцы рассказывали, что когда он проходил по улице, все оглядывались на него, особенно женщины. Известен примечательный факт. Когда в 1913 году Николай II посетил Тифлис, именно Пора Джиоеву выпала честь встречать монарха в главном храме Грузии. В 1913 году в связи с 300-летием династии Романовых царь Николай II объезжал страну, и он побывал в Тбилиси, и в Сионском соборе, то есть главном соборе Тбилиси, его от имени духовенства Грузии приветствовал именно Пора. У многих вопрос, почему императора встречал какой-то штатный клирик, преподаватель закона Божьего мужской гимназии. Почему именно Пора? Почему отец Христофор? Ну, есть мнение, что на тот момент, возможно, из собора кафедрального он был самый образованный. Это был все-таки выпускник, академист. Если мы видим его фотографию, вместе с крестом у него прикреплен академический знак. Это знак кандидата богословия, то есть до сих пор он вручается. И отец Христофор, он отличник учебы, естественно, обладатель особым таким навыком словесности, проповеди. Может, его выставили вперед, вот как человека, способного грамотно, четко, с поставленной речью встретить такую императорскую процессию. Христофор, он всегда в первых рядах. Единственный осетин, которому целовал император руку, это Пора Джиоев. И еще произошел интересный момент. В этот же у него в конвое были осетины. И у одного родился ребенок в тот момент. И Пора попросил Николая II стать крестным этого ребенка. Тот с радостью согласился. Естественно, его тоже нарекли Николаем в честь крестного отца. И им подарил император серебряный крестик и рубль серебряный, который их семейной реликвией является. А в Цхинвале есть председатель союза журналистов Батик Харибов, Батрас. Вот этот Николай Кургосов, его дядя. Тернист и извилист был путь осетинской профессиональной литературы. Немаловажную роль играли люди, заинтересованные в продвижении осетинских литераторов. Подвижником в деле становления и последующего развития осетинской литературы и публицистики был в свое время и Христофор Зурабович Джиоев. Гапобаев и Пора, они занимают свое достойное место в истории осетинской культуры. Осетинская интеллигенция, она была вся очень спаянна. Они все понимали, что общими усилиями надо поднимать все-таки осетинскую культуру, осетинскую науку. И очень дружно, так сказать, они работали. В 1999 году, к столетию сборника Костахи Тагурова «Ирон Фандыр», вышла в свет монография Ирины Степановны Бегулаевой «Пора Джиоев», первый цензор сборника Костахи Тагурова «Ирон Фандыр». Я на одном дыхании прочитала вот эту брошюру, эту книгу. Не знаю, какое человеческое спасибо, какая благодарность в моей душе вот по отношению к этому ученому. То есть
Она описала, и это достоверные факты. В Центральном государственном историческом архиве Грузии хранятся документальные материалы, позволяющие проследить историю издания Ирон Фандыр. Рапорты, отзывы, рецензии Пора Джиоева о рукописи сборника, бумаги цензурного комитета, штаба Кавказского военного округа, тифлисского губернатора, письма Гапобаева, наконец, доносы недоброжелателей Коста. Я много времени проводила в архивах. Мне очень нравилась эта работа. В Тбилиси я побывала в 2 исторических архивах, и весь материал, который нашла про Пора, я скопировала. А еще я была восхищена его почерком. Он так красиво писал. Вот эти бумаги, все его рапорты, отзывы по стихам Коста составлены очень грамотно. Он обращал внимание на каждую мелочь. Итак, в 1898 году Коста передал своему другу, присяжному поверенному Георгию Гапобаеву, сборник Ирон Фандыр для последующего его издания. Люблю я целый мир, люблю людей бесспорно, люблю беспомощных, обиженных, сирот. Беспомощных, обиженных, сирот. В рукопись вошли 50 стихотворений. Гапобаев послал тетради из Владикавказа в Тифлис в Кавказский цензурный комитет с сопроводительным письмом, в котором просил дать разрешение на издание сборника Ирон Фандыр. В Кавказском цензурном комитете не нашлось человека, владевшего осетинским языком. От 12 сентября 1898 года. От попечителя Кавказского учебного округа Яновского, председателю Кавказского цензурного комитета Гаккелю. Позволю себе обратиться к вашему превосходительству с покорнейшей просьбой возложить просмотр рукописи Константина Хитагурова на законоучителя Ереванской первой мужской гимназии Христофора Пора Джиоева. Пора совершил тогда, в принципе, гражданский подвиг, потому что от него требовалось не просто дать оценку от книги, но именно дать свет, потому что все знаем, что в тот период у Коста была довольно-таки уже известная репутация как народного заступника, как, в общем-то, довольно, скажем так, довольно революционного человека. И поэтому надо было преподнести книгу и рукопись так, чтобы другой, уже вот прочитав это все на русском, в переводе, в объяснении, не придрался. И я считаю, что это достойно сделал Пора. Пора, взяв сборник под свое покровительство, решил любой ценой издать его, оставаясь как можно ближе к авторскому варианту. Он написал обстоятельный рапорт-отзыв о рукописи сборника Ирон Фандыр, отдельно и подробно разбирая каждое стихотворение с точки зрения его политической приемлемости. Получив рукопись и прочитав стихотворение Коста, Пора сразу понял, с явлением какого масштаба столкнулся. Никогда ранее в остинской литературе не появлялись произведения такой художественной ценности, написанные с таким талантом и болью за родной народ, за родную землю. И Пора решил, что книгу надо выпустить во что бы то ни стало. Вот мы его читаем, рапорты, какой у него замечательный слог, как он владеет русским языком того времени, эпистолярный вот это его язык и почерк, говорит о том, что у него очень высокий уровень был образования. То есть человек в семинарских, академических библиотеках был уже ознакомлен со всей мировой литературой, художественной, светской. И он понимал ценность этого всего. И он понимал, что в его народе единокровном этого нету. Рапорт от 25 октября 1898 года.
Мною был тщательно просмотрен припровожденный ко мне рукописный сборник стихов «Ирон Фандер». Часть стихотворений, вошедших в состав этого сборника, представляет буквальный перевод некоторых русских стихотворений. Приводим их названия. «Дуахалона» – «Два ворона», «Уашак» – «Петушок», «Циу ама шевалатта» – «Пойманная птичка», «Халон ама руваш» – «Ворона и лисица» и так далее. Мы считаем совершенно лишним представлять по поводу этих стихотворений свое личное мнение. Что же касается оригинальных стихотворений, то лишь стихотворение «Ажар» «Спой» кажется нам несколько сомнительным в цензурном отношении. Пора Джиоев не мог из-за одного стихотворения не подписать весь сборник. В этом вопросе он проявил гибкость и пошел на компромисс, выделив «Ажар» для того, чтобы дело решилось в пользу издания сборника. Позже Пора писал Гапобаеву: «Мне хотелось заручиться доверием попечителя и цензурного комитета. Не для себя, конечно, а для дела, чтобы и на будущее осетинские рукописи направлялись ко мне». В итоге Кавказский цензурный комитет на основании рецензии Христофора Джиоева переслал разрешение на публикацию сборника «Ирон Фандер» издателю Гапобаеву во Владикавказ. Пора был огромный круг общения. Он хорошо знал систему, он хорошо знал политическое положение своего времени. И он стал неким грамматфотом. Я вот читаю его рапорты, его переписку с Гапо, например. Это нужно быть очень сильным человеком, очень обладателем сильного характера и обладателем смелости такой. Ну, кто на себя такой бы взял еще? Между ними возникает какой-то конфликт даже. И каждый из них знает ценность этого сборника, который должен увидеть свет. Но при этом каждый работает в своем направлении. И они друг друга не понимают даже, кто что делает. Пора точно знал, что нужно сделать для того, чтобы сборник был опубликован. Но его видение не совпадало с видением Коста. Представьте, в каком положении был. Он же пишет Гапо: «Я хотел сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты, чтобы и остинский читатель увидел послание Коста обществу, ну и чтобы Коста остался в безопасном положении». Ваше превосходительство, разрешите доложить. Вот листовки со стихами Коста. Опять Коста. Опять его стихи. Выслать немедленно! Читаем эти рапорты, отчеты, рекомендации, эти переписки. С какой войной встретилось вот это направление, под каким сопротивлением оказалась эта работа. И Пора, он стал таким посредником между Коста и его трудами и светским обществом, которое жестко фильтровало такие работы. В периодической печати тех лет появлялись статьи Коста Хитагурова с критикой деятельности правительственных чиновников. Невыносимое положение народа раскрывается и в большинстве его стихотворений. Olmadı yarak Avşarga tınmanı vand Sukata daranma. От 5 марта 1899 года от начальника Терской области генерал-лейтенанта Каханова
председателю Кавказского цензурного комитета Гаккелю. Стихотворения на осетинском языке Константина Хитагурова, пропущенные тифлисской цензурою, крайне возмутительного и противоправительственного содержания, и, кроме того, воспевают те пороки осетин, к искоренению которых должны приниматься особенно настойчивые меры, так, например, как месть. Выдающимися же по своему содержанию являются стихотворения «Солдат» и «Шинель», направленные против воинской повинности. Сборник «Ирон Фандыр» должен был появиться на свет в начале 1899 года. Но после доноса Каханова рукопись была арестована. Руководство Кавказского цензурного комитета полностью полагалось на мнение Пора Джиоева. Тем не менее, решило соблюсти все формальности и для большей уверенности вторично подвергнуть рукопись цензурному рассмотрению. Пора вновь приступил к цензированию стихотворений Коста с присущей ему обстоятельностью и вскоре в повторном рапорте написал в цензурный комитет: от закона учителя Ереванской гимназии Джиоева, попечителю Кавказского учебного округа Яновскому. По вашему предложению я вновь пересмотрел рукопись самым тщательным образом и пришел к непоколебимому убеждению, что сведения, дошедшие до начальника Терской области, представляют из себя не что иное, как самую бесцеремонную по своей неосновательности клевету, ложный донос, учиненный лицом, не имеющим ни малейшего представления не только о внутреннем содержании, но и даже о внешнем составе сборника стихотворений Коста Хитагурова. А стихотворений под названиями «Солдат» и «Шинель» и вовсе нет в сборнике. Значение Коста, значение Ирон Фандыра увидел не только Пора, увидели враги нашего народа. С большим, насколько я помню, когда я интересовался этим, с большим трудом, используя, какая-то у него была природная харизма, используя ее, он пробил ее все-таки и увидел свет Ирон Фандыр. В результате в Кавказском цензурном комитете не подвергли сомнению ни компетентность Пора Джиоева как цензора, ни его преданность и честность как человека, находящегося на государственной службе, и после долгих проволочек и вопреки настойчивым усилиям военных кавказской администрации препятствовать изданию сборника, Ирон Фандыр наконец-то был разрешен к печатанию. В Тифлисе Пора женился на сестре грузинского священника Вардиашвили Софье Николаевне. Семья их также была многодетной – 4 сына и 5 дочерей. Я считаю, что стержень где-то 80% своей культуры, своей, вот чем является человек, он выносит из семьи. Я всегда ищу, если вижу достойного человека, я ищу своим сыновьям, всегда говорю, если я достойный человек, это ветка. Поищите, на каком дереве он вырос. Поэтому, если сын был достойный, он вырос, значит, дерево было доброе. Посмотрите на потомков отца Христофора. Каждый из них занял очень важное место в своей жизни. Сыновья и дочери, нету там простых, которые человек просто прожил эту жизнь. Нет, или супруг, или сама там. Они какой-то значимый вклад дали своему народу, государству, науке, медицине. Там. И это как так их воспитали, как им дали такой богатый такой вот потенциал, который они приумножали потом. Одна из его дочерей была, например, замужем за известным осетинским писателем Кулота Сико. Это тоже, знаете, говорит о том, что он всячески старался как-то связать вот осетин для того, чтобы давать народу больше импульса, что ли, в развитии.
В Цхинвале проживали не все, часть были жителями Южной Осетии, тогда области автономные, часть жила в Тбилиси. В том числе дочери Пора, которых они у меня были на слуху, это Ирина, Ната и Люба. Вот к бабе Любе, так я ее так звал, я был вхож, будучи студентом Тбилисского института, я на первых курсах очень часто к ней заходил. Занимаясь историей Великой Отечественной войны, изучаю подвиги наших земляков. В 2021 году вышла книга «Герой без золотых звезд». Эта книга посвящена нашим землякам, кто был представлен к званию Героя Советского Союза и к награждению орденом славы первой степени, но не получили свои награды. Вместо них они получили другие. Книга получилась объемной, более 500 страниц. Там расписано досконально все, что удалось найти. Там есть отдельный очерк про Дмитрия Христофоровича Джиоева. Официально я сделал несколько запросов в Москву и прислали картотеку. Вот послужной список там был, где служил это сын Пора Джиоева Дмитрия. И там описано было все, какой подвиг совершил. То есть он командовал 160-м отдельным танковым полком и был тяжело ранен во время боя на территории Черниговской области Украины. Умер в госпитале, там станция Бахмач, и он сам пошел в атаку, там танковый полк, и там тяжелые бои развернулись, потому что это было осенью 1943 года, форсирование Днепра, которое считается не одним даже, а крупнейшая операция Великой Отечественной войны. Подчеркну, что 8 осетин там за форсирование Днепра получили звание Героя Советского Союза. Один из них еще должен был быть, кто на территории Черниговской области отличился, это Дмитрий Христофорович Джиоев. В октябре 1943 года представили к званию Героя Советского Союза, но получилось так, что его наградили спустя почти 8 месяцев, его наградили орденом Ленина. Орден Ленина – это высший орден Советского Союза. И причина там кроется в том, что то, что ему не присвоили звание Героя Советского Союза, то, что его отец Христофор Зурабович Джиоев был священником, а в то время это играло свою роль. Джиоев Георгий Христофорович, сын Пора Джиоева, был известным баритоном, учился в Ленинградской консерватории, закончил, преподавал там же. Позже, в 1940 году, заведовал осетинской студией в Московской консерватории. Был известен как первый исполнитель роли Чермена в опере «Долидзе Чермен». Когда началась Великая Отечественная война, добровольцем ушел на фронт. Был командиром минометного взвода. 4 октября 1941 года сержант Джиоев Георгий Христофорович, попав в окружение немцев, подорвал себя и врагов связкой гранат. Третий сын был инженером, он долго жил в Тбилиси. И представители этого рода, я повторяю, тоже в разных сферах оставили свой след. В частности, племянник Пора, Тотербек, был заслуженным инженером Советского Союза, возглавлял долгое время различные шахтоуправления в Донбассе, несколько лет возглавлял Квайсинское рудоуправление. Так что в разных сферах они оставили свой глубокий след. В начале 20 века в Тифлисе культурная жизнь осетин была мало интересна. В городе не было осетинских школ, не издавались печатные издания на осетинском языке. Было ясно, что нужен центр, вокруг которого бы сплотилась осетинская диаспора Тифлиса. В 1906 году собранием осетин было решено образовать Осетинское издательское общество. Поначалу губернские власти в Тифлисе санкционировали данное решение. И только через год состоялись выборы редакционной
комиссии. По уставу они имели право выпускать книги, газеты. И в 1907 году вышла первая газета на осетинском языке «Нокцар». Газета выходила 2 раза в неделю. В ней печатались произведения Коста Хитагурова, Сика и Цомака Гадиевых, других осетинских авторов, а также переводная литература. Вскоре при Осетинском издательском обществе был организован любительский драматический кружок. Первые спектакли были по пьесам осетинского драматурга Елбыждако Бритаева «Варашедзау», побывавший в России, и «Худинаджа Баштемалат» «Лучше смерть, чем позор». Весь сбор со спектаклей был передан в фонд помощи молодым осетинам, поступавшим в вузы России и Кавказа. Из воспоминаний Инала Собиева, одного из активных деятелей Осетинского издательского общества в Тифлисе. Первым председателем Осетинского издательского общества был избран Христофор Пора Джиоев, а также он был цензором всех литературных и периодических изданий на осетинском языке, где бы они ни издавались. Это обстоятельство выгодно отражалось на положении издательского общества и литературы на осетинском языке. Он часто прибегал ко всевозможным ухищрениям и проталкивал в печать издания. Пора аккуратно собирал нас на читку произведений, поступавших к нему из цензурного комитета. Через нашу читку прошли 2 сестры, Хашби и Прометей, Елбыждако Бритаева, поразившие нас своей художественностью. Он собирает людей, он общается с интеллигенцией, причем это Тифлис, это не Осетия, это Грузия. И они там организовывают вот эту такую общину настинскую, которая объединяется за счет вот такой вот деятельности. Это издательское такое дело, это литература, это неформальное общение и вот деятельность драм-кружка. То есть на этой базе можно было, видимо, объединять Осетин Тифлиса в то время. И Пора, он все время на какой-то передовой в этом отношении. Он везде успевает, везде его рекомендуют. Он делегируется все время вперед. Этот человек был настолько глубоко эрудированный, что по всем вопросам издания на русском и осетинском языках обращались к нему. И только после его заключения статья или же газета могла выйти в свет. Мне прежде всего хочется сказать о его внимании к судьбам и к развитию своего родного народа. Он очень старался, и это не каждый способен на такое. Он сам переводил и рецензировал пьесы, которые ставились на сцене этого драм-кружка. Кроме того, он был рецензентом, выходящей в Тифлисе в 1910 году такого журнала осетинского, как «Эфсир». Журнал выходил под редакцией Арсена Куцоева, нашего знаменитого и очень любимого писателя, а также Хуретен «Луч солнца», который издавался в 1912 году уже в Петербурге, а редактором там был известнейший осетинский драматург Бретьоте Елбыждако. После переезда в Южную Осетию Пора продолжает работать в культурно-просветительной сфере. Он был одним из первых учредителей педагогического училища в Цхинвале, его первым директором. Одновременно преподавал русский язык и литературу. Я это так называю феномен Юго-Осетии. Я считаю, что корнем этого феномена является массовое элитное образование цхинвальцев. Я имею в виду школы. И там как раз Пора, Христофор Джиоев, он был одним из организаторов, главным организатором. И он как раз выпускал поколение вот тех моей матери. Она 41 год проработала учителем физики. Поколение ихнее, которых отобрали чьим-то мудрым приказом. В деревнях их собрали не по знакомству, а по талантам. И вот они составили в школах
они создали те школы, которые мне, пока я в них учился, казались обычными советскими школами. И только оказавшись в Московском университете на факультете механико-математическом, я понял, что я учился в элитной школе. И второе понял, что в Цхинвале все школы были элитные. И вот эти школы, вот эти педагоги, это плод вот того создания, к чему приложил руку причастен Джиоте Христофор Пора. Позднее Пора участвовал в создании Музея краеведения Юга Осетии, где проработал до конца своей жизни. Огромная его заслуга в том, что здесь, в Цхинвале, он был основателем краеведческого музея. Первым директором, основателем, первым собирателем экспонатов. И благодаря ему, с его помощью, здесь проводились и первые археологические изыскания. В частности, ленинградский археолог Пчелина приезжала, и вот через наш музей, ну и, соответственно, и научный институт уже у нас был, она проводила первые археологические изыскания. Да, он уже в новое время служил новому государству, своему обществу, своему народу. Он нес все-таки этот потенциал просвещения до конца. Сколько еще мог, он этим занимался. Умер Пора Джиоев в 1935 году. Похоронен в Тбилиси на Кукийском кладбище. Это кладбище является, можно сказать, семейным. Здесь похоронены Зураб Мирманович Джиоев, супруга Пора Софья Николаевна, дочь Вера, ближайшие родственники. К сожалению, о Пора Джиоеве в Осетии мало знают, как бы хотелось. Он заслуживает большего, чтобы его знали. Вот мне понравилась инициатива фамилии Джиоевых увековечить в Южной Осетии, в Цхинвале. Ему хотят бюст установить. Это тоже очень хорошая идея. Нам еще предстоит воздать должное Христофору Зурабовичу Пора Джиоеву, неординарной личности и настоящему гражданину, доказавшему свой патриотизм, свою любовь к Осетии на деле.